Эфир канала БСТ продолжают итоги недели. Добрый вечер. В студии Альбина Хайруллина. И вот ключевые темы сегодняшнего выпуска. Я даю слово, что на эту гору никто не зайдет, пока мы не найдем компромиссное решение. Ради Хабиров приостановил разработку на горе Куштау. Тяжелую технику убирают, лагерь расходится. По Стерлитамакским шиханам создает общественный совет, в его составе экоактивисты. Повторной пьянкой 3 погибших. Я вообще не ехал никуда, я вообще шел пешком. Водитель ленд-крузера спешил в магазин, а вот автоледи якобы помешал автобус. Вылетела на красный свет и сбила женщину с ребенком маленьким. Почему красный не для всех сигнал остановиться и какое наказание ждет лихачей? На сколько килограмм вы похудели? Килограмм 13, наверное. Заметно похудевшие с новой прической. А на какой приговор вы рассчитываете? Пока не могу сказать. На самый мягкий. Самый знаменитый кассир, укравший из банка десятки миллионов, предстала перед судом. Встречу с супругом спустя 1,5 года. Я сказал, давайте без комментариев. Дело Хайруллиных не будут рассматривать в особом порядке. Миллион в закромах. Видно, что плод твоих трудов, вот урожай выходит, это как растет. По сбору зерновых аграрии республики опережают сроки, урожайность выше прошлого года. Как сложится цена на хлеб, продавать или лучше пока придержать? Говорим продовольственное зерно, это где-то 12-13 тысяч рублей без НДС. Стойкий как Метцела, Уфимка назвала слепого котенка в честь вратаря Салавата Юлаева. В чем сходство усатого и полосатого с финским голкипером? Этот котенок точно так же стойко борется со своей болезнью, как Юха Метцела в воротах. Итак, начнем выпуск с главной темы дня. Ради Хабиров приостановил разработку горы Куштау. Шихан не тронут, пока не найдут компромисса. Об этом сегодня глава республики заявил на встрече с экоактивистами. Тяжелая техника уйдет, но и лагерь должен быть расформирован. Позиция БСК: гора нужна для предприятия, нужно сохранить рабочие места. Защитники же Куштау просят найти альтернативу. Ради Хабиров призвал сесть за стол переговоров и пригласил экоактивистов на заседание общественного совета по шиханам. Решение о его создании было принято прямо на месте под проливным дождем. Кстати, первое заседание уже завтра. С подробностями с места событий наш корреспондент Азат Садреев. Живая колонна с лозунгами подходит к блокпосту у подножья горы. Там же стоят и сотрудники башкирской содовой компании. К счастью, столкновения между ними удалось избежать. Обошлось словесной перепалкой. А вот в сотрудников правоохранительных органов через несколько минут полетели подручные средства: ветки деревьев, камни и бутылки. Волнения начались еще накануне. Сотрудники башкирской содовой компании организовали флешмоб с плакатами и требовали сохранить им рабочие места. Шеренга работников в несколько километров. В руках транспаранты с требованием обеспечить работой, чтобы была возможность кормить семьи. И российский триколор как символ значимости для всей страны. Защитники Куштау перекрикивали их, говоря, что не дадут разрабатывать гору. Людьми происходит нарушение закона. Нами были все материалы зафиксированы. Люди все имеют обозначение, у всех на правом и на левом плече флаг. Почему я должен страдать и мои дети должны голодать? По-другому не могу сказать. Почему они собираются? Я должен голодать, мне надо кормить семью. В результате воскресного столкновения сторонников Куштау и полиции как минимум один сотрудник правоохранительных органов получил ранение. По словам очевидцев, его ударили по голове острием лопаты. Самых агрессивных активистов задержали. Пока одни защитники горы пытались пробиться через блокпост, другие пробрались на место предполагаемой геологоразведки и устроили там погром. Чтобы не накалять и без того разгоряченную толпу, рабочие решили вывести с подножия горы спецтехнику. Активисты же возвели баррикады из сломанных заборов и колючей проволоки. Больше столкновений с полицией не было, правоохранительные органы просто наблюдали. Поляна оживилась после того, как прошел слух: сюда едет глава республики. Ради Хабиров действительно приехал пообщаться с защитниками Куштау. Разговор состоялся под проливным дождем. Уходят БСК
пока уходите вы. Я даю слово, что на эту гору никто не зайдет, пока мы не найдем компромиссное решение. Никто. Сейчас все устали, навоевали. Выберите своих лидеров и давайте завтра ко мне. И будем спокойно разговаривать. Коалиционное совещание по Куштау, то, что вы хотите, с вашими экспертами, как вы говорите, 50%, не проблема, создадим и будем заниматься. По вашим ребятам, как вы говорите, по которым, соответственно, ходят сегодня сотрудники МВД. Я этого не знаю. Я приехал сюда с исполняющим обязанности министра, которому тоже война не нужна. Мы с ним проговорим. Мы эскалировать конфликт не будем. Но я вас прошу, в этом случае мы расходимся с миром сегодня по домам. Ради Хабиров убедил людей мирно разойтись по домам. А башкирская содовая компания обязана вывести с подножия Куштау всю технику. Дальше судьба горы будет решаться за столом переговоров. Глава Башкортостана пригласил для этого инициативную группу в Уфу. Азат Садриев, Булат Закирьянов, Азат Тузбеков и Антон Барков. Итоги недели. Ишимбайский район. Жертв коронавируса в республике стало больше. По данным Минздрава, новый случай смерти зарегистрирован сегодня в Уфе. От новой инфекции скончался 63-летний мужчина. Помимо ковида-19 он страдал ишемической болезнью сердца. Таким образом, с начала пандемии в регионе скончались 27 человек. За последние сутки число инфицированных увеличилось еще на 34. В тяжелом состоянии находятся 10 пациентов. И на этой неделе Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса. Об этом заявил Владимир Путин. Препарат был изобретен именно в нашей стране. Первыми прививку получат медицинские работники и учителя, но при этом вакцинация должна быть исключительно добровольной, отметил президент. Государство будет регулировать поставки препарата. Это поможет избежать ее дефицита, пояснили власти. Вакцине дали название «Спутник В» по аналогии с первым искусственным спутником Земли. Интерес к российскому ноу-хау уже проявили ряд зарубежных стран. Состояние беременной женщины, сбитой на пешеходном переходе в Уфимской Черниковке, стабилизировалось. Ее 6-летняя дочь тоже вышла из комы. Об этом сегодня нашему телеканалу сообщили в региональном Минздраве. Автоледи, которая была за рулем иномарки, уверяет, светофор еще моргал зеленым. Очевидцы же видели другое. На красный сигнал светофора вылетел и водитель внедорожника, устроивший резонансное ДТП на Сочинской. В результате опасных маневров нетрезвого мужчины, как выяснилось, любителя покататься под шофе, скончались 3 человека. В целом, прошедшая неделя выдалась аварийной. На дорогах республики погибли 14 человек. Халатность, алкоголь, нарушение скоростного режима – 3 компонента, которые неизбежно приводят к трагедии. Только некоторые автовладельцы к пониманию приходят поздно, либо вовсе в нем уже нет необходимости. Ничего не подозревающие мама с ребенком отлетают, словно безжизненные куклы. За рулем кроссовера 20-летняя автоледи, проигнорировавшая красный сигнал светофора. Позже она объяснит инспекторам, почему на зебре не нажала педаль тормоза. Я, получается, последняя проезжала на мигающий, зеленый. И справа от меня автобус загораживал. Я проезжала на зеленый. Женщина, вот эта с девочкой, она, я не знаю, она выбежала, выскочила откуда. Я потому что и из-за автобуса и вообще ее не видела. Между тем, очевидцы уверяют, автобус девушке помешать не мог. К слову, пострадавшая женщина беременна. Ее вместе с 6-летней дочерью с переломами доставили в 17-ю городскую больницу. Девушка на Тойоте вылетела на красный свет и сбила женщину с ребенком маленьким прямо на середине дороги. Она ехала чисто на красный свет. ВАЗовская «девятка» поднимается вверх по улице Сочинской. Доли секунды, и автомобиль вновь в кадре. Ее несет уже обратно, и от каждого удара буквально разрывает на части. Из салона легковушки вылетает пассажир в аккурат под колеса встречного Рено. Столкнувшись с ним, машина останавливается. Пассажиров искореженного автомобиля из салона вызволяют уже спасатели. 38-летний водитель и его сверстник с переднего сиденья скончались на месте аварии до приезда скорой. Еще 2 оказывают экстренную помощь прямо на дороге и грузят в неотложку.
Скорость и силу удара можно оценить по разорванным подушкам безопасности японского внедорожника. Алкотестер показывает 1,2 промилле спиртного в крови, а это примерно 2 бутылки крепкого напитка. При этом предполагаемый виновник уверяет, ничего крепче колы он в тот вечер не пил. А вы можете сказать, откуда вы ехали? Я вообще не ехал никуда, я вообще шел пешком. Известно, что водитель Тойоты был лишен права управления транспортным средством в январе текущего года за вождение в нетрезвом состоянии. В этот раз освидетельствование показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. По иронии судьбы, на этом же внедорожнике 3 года назад смертельное ДТП совершил отец Эдуарда. Вот архивные кадры. Черная Toyota Land Cruiser с уже знакомыми номерами на Нагаевском шоссе сбивает бабушку, переходящую дорогу по зебре. Ночь задержанный провел в полицейском участке, но днем его привезли в суд для избрания меры пресечения. Мужчина заявил о раскаянии, но вину так и не признал. А я не гнал, на видео видно, это скорость 60 км в час. Там видно, что вы гнали на красный цвет. Вы замерили эту скорость? Вы пытались вырвать кресло в патрульной машине, помните? Не было такого. Пусть видео покажет. Пусть все покажет, докажет. Кто как ехал, кто откуда вылетел. Я жестянщик-маляр. Я работаю по найму, либо по договору. Да, я ремонтирую машину. А это уже трасса М7. У пожилого пенсионера за рулем красной копейки даже не было шанса вырулить. По словам очевидцев, Приора вылетела навстречку за пару метров до столкновения. Оба водителя и пассажирка ВАЗа скончались до приезда скорой. К слову, жертв ДТП на Сочинской к утру тоже стало 3. Не приходя в сознание, скончался еще один пассажир. Севшему за руль повторно, пьяным, Эдуарду Гайнанову грозит до 15 лет тюремного срока. Динара Таймасханова, Елена Насырова, Артур Шамсудинов. Итоги недели. Дело Луизы Хайруллиной, похитившей из банка 25 миллионов рублей, и ее супруга Марата не будут рассматривать в особом порядке, как это ожидалось ранее. Такое решение принял городской суд Салавата. Причина простая: общая сумма ущерба слишком большая и тянет на тяжкое преступление с точки зрения закона. Будет допрос обвиняемых, свидетелей и изучение доказательной базы. Поэтому не исключено, что процесс затянется еще на несколько месяцев. Похудевшая за 1,5 года в СИЗО на 13 килограммов Луиза Хайруллина удивила журналистов своим новым образом. Аккуратный макияж, новая прическа. Если на предыдущих заседаниях во время следствия женщина плакала и отворачивалась от камер, то сейчас охотно общается с журналистами. На сколько килограмм вы похудели? Килограмм 13, наверное. Но это из-за Сами стресса? понимаете, ну конечно. А на какой приговор вы рассчитываете? Ну, пока не могу сказать. Ну, самый мягкий. Ну, там же, поменьше был срок. Супруги Хайруллиной впервые на совместном процессе. До этого слушания проходили раздельно. Пара не виделась с момента их задержания, а это почти 1,5 года. Марат Хайруллин приехал в зал суда из своего загородного коттеджа, ведь в отличие от супруги, мужчина находится под домашним арестом и живет в Салавате вместе с детьми. Примечательно, но именно он, по версии следствия, является организатором этого преступления. Следующее заседание суда намечено на 25 августа. А вообще, как вы себя чувствуете? Вот супруга за решеткой, вы как бы в домашнем аресте. Я сказал, давайте без комментариев. Смертность населения в республике снизилась, но вместе с тем наблюдается рост количества умерших от болезней дыхательных путей и системы кровообращения. Эта тема стала ключевой на здравчасе, который провел Ради Хабиров. Одна из причин – продолжительный период самоизоляции из-за пандемии, когда люди не проходили диспансеризацию и не получали плановое лечение. Поэтому больницы должны возвращаться в штатный режим, тем более сейчас в медучреждениях возникают длинные очереди. К тому же в скором времени начнется новый учебный год, и нельзя допустить инфекционных вспышек в школах, подчеркнул Ради Хабиров. Мы все меры санитарно-эпидемиологические, которые нам дают по линии Роспотребнадзора, мы их там в 2 раза еще усилим, и поэтому школы защитим. Но медицина тоже к этому должна быть готова. Я не рисую апокалиптический прогноз, я всегда сторонник ждать более серьезных ударов, тогда мы будем более эффективны. Это касается всего, Максим Васильевич, и людей, и коечного фонда, и лекарств, и средств защиты и так далее.
Дом без боли, где продлевают жизнь. Свыше 30 тысяч человек в республике нуждаются в паллиативной помощи. Строительство хосписа в Башкортостане поможет облегчить жизнь не только тяжелобольных людей, но и их родных. Самое крупное медучреждение данного формата уже возводят за торговым центром «Мега». Хоспис целиком и полностью строится на деньги благотворителей. К слову, народные средства нужны еще. Как бы все плохо не было, ты держись. Она улыбалась, даже когда ей было очень больно, а такими видеообращениями пыталась поддержать детей, у которых тоже был рак. Полина – сирота. Именно благодаря этой неунывающей девушке отец Сергий оказался в мире паллиативных больных. Она страдала очень сильно до самой последней минуты. Это же ужас. Это недопустимо. Все, кто ее помнит, говорят, что это девочка-улыбка. Она очень не любила, когда кто-нибудь унывает, кто-нибудь там... Все. И вот она старалась раззадорить любого человека. Священнослужитель – бывший врач. Вот только тяжело больным людям не всегда может помочь медицина. Отец Сергий стал волонтером паллиативного отделения Уфимского онкодиспансера. Но сейчас из-за пандемии попасть туда он не может. И вместо душевных разговоров с пациентами – молитвы в одиночестве. Господи, прости нас грешных. Господи, помоги нам грешным. В июле прошлого года отец Сергий, поддавшись порыву, написал напрямую учредителю фонда помощи хосписам Нюте Федермессер. Она приехала, и уже спустя месяц после встречи с ней глава республики поручил построить в Уфе хоспис. Год назад все началось. То есть мне казалось, что прошло какое-то дикое количество времени. А оказывается, всего лишь 2 августа прошлого года на первой встрече с Радием Фаритовичем он сказал, да, хоспису быть. И сейчас вот при том, что по сути полгода вылетело из-за ковида у всех, не только здесь, во всем мире, это уже работающая площадка, забивается первая свая, все согласовано, все проекты, фантастика совершенно. Первые сваи уже забиты. До конца текущего года планируют возвести коробки зданий. Детский взрослый блок, а также административный корпус. Постройки будут одноэтажными. Сдать учреждение в эксплуатацию обещают осенью следующего года. В каждом из блоков предусмотрены свои прогулочные зоны, а в детском отделении – игровые площадки. Внутри уютные помещения, удобная мебель. Для детей одноместные комнаты. Вместе с ними смогут жить и родители. Так ребенок точно не почувствует себя в одиночестве. Задумка такая, что палаты и вовсе не должны быть похожи на палаты. Внутри непривычные для медучреждения торшеры, диваны, игрушки и шторы на окнах. Как дома. Вообще, этот проект про каждого. Вот у каждого человека в семье может возникнуть ситуация, когда человеку нужен хоспис. То есть семье нужен хоспис. То есть нужно, чтобы за больным человеком был уход. И хочу сказать, на мраморной плите, на входе в хоспис все эти компании и все имена жертвователей будут обязательно выбиты. Это принципиально. Вот так ты любишь, да? Выразить свою любовь к маме словами 10-летняя Милена не может, хотя очень старается. У девочки ДЦП. Она знает алфавит, цвета и животных. Очень любит играть на пианино. Уже 10 лет Екатерина несет бессменную вахту возле дочери. Женщина всю себя посвятила спасению ребенка. Это сегодня мама Милены научилась улыбаться, когда хочется плакать, и не унывать, когда кажется, что надежд нет. Не жалуется, но видно, что устала. И морально тяжело, и физически тяжело. Она уже выросла, она большая, мне ее тяжело на руках носить. Она не стоит, не сидит самостоятельно, сами видите, вот она заваливается постоянно. Ее постоянно надо поправлять. Элементарно вымыть посуду, это надо быть акробатом. Я вот напридумывала всяких штук, но... Ой, господи, спать хочет. Но это не удерживает. Как из капель наполняется море, а из кирпичей вырастают гигантские стены и города, так и от небольшой помощи каждого, но именно каждого человека станет светлее во многих семьях, казалось бы, уже потерявших надежду. Республике нужен хоспис, чтобы дать силы тем, кому лекарства уже не помогут. Айгуль Хатыпова, Артур Елаев, Булат Закирьянов и Булат Садреев. Итоги недели. 20 лет спустя на неделе вспоминали моряков затонувшего Курска. 12 августа – годовщина трагедии на атомной подводной лодке. В этот день одна из самых современных субмарин военно-морского флота затонула во время учений в Баренцевом море. На борту было 118 членов экипажа, 5 из которых уроженцы Башкортостана. Памятные мероприятия прошли по всей стране. Наш корреспондент Артур Шамсудинов пообщался с моряками и родственниками погибших. Насосы не работают, что ли? Людей наверх.
Эту трагедию называют самой страшной в истории современного российского флота. Затем, как спасают затонувшую подлодку, наблюдал весь мир. И до последнего родственники моряков надеялись, членов экипажа удастся спасти. Но напрасно. Все 118 подводников, включая 5 уроженцев Башкортостана, погибли. Он там со всеми, встречался и рассказывал, что последний поход идет. Такое ощущение, как будто прощался. Время совсем не лечит. Для Елены Хафизовой все произошедшее было как будто вчера. Женщина до сих пор помнит, как провожала мужа на эти, как тогда думали, 3-дневные учения. И всякий раз при рассказе ком в горле. Старший мичман Наиль Хафизов к Курску был прикомандирован. В море в тот день выходить должен был другой. Так получилось, что мичман тоже не пришел вовремя. Там, не знаю, то ли с билетами какая-то была проблема, то ли еще что-то. И в результате моего прикомандировали. Он с ними и ходил на стрельбы, и также пошел на последний поход свой. Все жены с детьми встречали на пирсе. Образ женщины, которая, стоя на скале с надеждой, смотрит вдаль, воплотили в мемориале, посвященном погибшим морякам. Этот символ любви и верности, надежды и скорби скульпторы в память о погибших моряках Курска установили в Парке Победы. Кроме Наиля Хафизова, в свой последний морской путь отправились еще 4 наших земляка. Командир отделения турбин Роберт Гесслер, мичман Фанис Ишмуратов, кок Салават Янсапов и главный старшина Ришат Зубайдулин. Олицетворением 5 погибших башкирских моряков стали 5 проносящихся над волнами чаек, которые летают над бескрайними океанскими просторами и своим плачем взывают к живым, чтобы те помнили о них. Все члены экипажа были награждены орденом мужества посмертно. Обогревающих механизмов там ничего не работало. Кислород они сколько могли добывали из специальных установок. Шанс был, наверное, если в первые 6 часов, если бы добрались до них, могли бы, наверное, спасти. Памятные мероприятия прошли сегодня по всей республике. В селе Слак Альшеевского района моряки возложили цветы к могиле Наиля Хафизова, который родом с этих мест. Жители Баймакского района почтили память Фаниса Ишмуратова, а в Благоварском районе вспоминали главного старшину Роберта Гесслера. Его тело одним из первых доставили на родину. Писал письма постоянно нам. Что он писал в письмах? Он писал, что служба идет нормально. Он не жаловался, не любил жаловаться. Вокруг гибели подлодки Курска до сих пор множество теорий. Впрочем, по официальной версии, причиной затопления стал взрыв торпеды в первом отсеке. По такому варианту сценария, к слову, пошли и создатели недавней художественной экранизации фильма бельгийско-французского производства. Начинай молиться. Я неверующий. Часть моряков после взрыва закрылись в 9-м отсеке, где до последнего боролись за жизнь. Там же была найдена знаменитая записка капитана-лейтенанта Колесникова своей жене. Единственное обнаруженное послание экипажа. Здесь темно писать, но на ощупь попробую. Шансов, похоже, нет. 10-20%. Будем надеяться, что хоть кто-нибудь прочитает. Здесь список личных составов отсеков, которые находятся в 9-м и будут пытаться выйти. Всем привет. Отчаиваться не надо. Колесников. Родственники погибших моряков надеются, что архивы по трагедии с Курском все же рассекретят. И они узнают, что же на самом деле произошло в Баренцевом море 12 августа 2000 года. Артур Шамсудинов, Булат Закирьянов и Ильдус Камалеев. Итоги недели. Еще 24 миллиона рублей планируют выделить из федерального и регионального бюджетов для тушения лесных пожаров в Башкортостане. Ведь выделенный на эти цели годовой бюджет был израсходован всего за июль. Несомненно, это лето войдет в историю Южного Урала рекордным количеством и даже масштабом лесных пожаров. Специальный репортаж Юлии Нигматуллиной смотрите сразу после итогов недели. Воду! Давай воду лопатой! Ух, пошло! Жертвы огненного фронта. Какой удар нанес людям и природе лесной пожар. Один из крупнейших в истории Башкирии. Тяжелая техника проезжает туда-сюда. Дым, такое было ощущение, как будто начинается война. Дедушка, как же ты пошел пожар тушить? Пытались оказать первую помощь, но уже было поздно, уже пульса не было. Кому спасение заповедника, а кому селфи для Инстаграма. Буквально перед тобой 20-30 метровые, то есть деревья, просто которые вроде нормальные, здоровые, они просто валятся, да? Нет, там кто-то пытается там за телефон, там в Инстаграм, в сторис. Погибшие зайцы и сгоревшие муравейники. Как животные покидали полыхающий лес. Перед огнем шел волк. Оглядывался, смотрел на огонь
По выжженной пустыне. Вернется ли жизнь на сгоревшие земли башкирского заповедника? Хроника горных лесных пожаров этого лета в специальном репортаже. В Уфе может начаться строительство зоопарка, а вот на передвижные зверинцы, наоборот, собираются наложить запрет. Об этом заявил глава Башкортостана. По словам Ради Хабирова, для города-миллионника зоопарк, конечно, необходим. Правда, его организация – дело не одного года. Может уйти не менее 4-5 лет. И важно обеспечить там комфортное пребывание питомцев. Сейчас же животные гастролеры содержатся в плохих условиях. Вспомнить хотя бы историю в Бирске, где 2 года назад суд конфисковал краснокнижных животных. Звери были больны, истощены, а находились в грязных и холодных помещениях. Правительству поручено, цитата, сделать так, чтобы они к нам не заезжали. Ну а теперь о других событиях, без которых картина недели была бы неполной. Новости короткой строкой от Эмили Басареева. В Абзелиловском районе отец накормил 2 маленьких детей супом с ядовитыми грибами. 6-летняя дочь скончалась, сам мужчина и его 3-летний сын были доставлены в реанимацию. Известно, что грибы мужчина собирал близ деревни Даутово. Ночью отец почувствовал себя плохо, а обнаружив свою дочь мертвой в кроватке, вызвал скорую. К приезду медиков пострадавшие были уже без сознания. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Жительница Уфы купила мясо с червями. Придя домой, женщина разрезала говяжью печень, а оттуда начали выползать опарыши. Продавцы признались, иногда мясо привозят и частники. Соответственно, туши животных, которые попадают на прилавок, могут быть не проверены ветеринарами. Покупательнице магазин вернул деньги, и обращаться в надзорные ведомства она не стала. В республике запущен пилотный проект по внедрению единой школьной формы. Пока речь о 4 районах республики – Абзелиловском, Янаульском, Благоварском и Федоровском. Форму наденут 9 тысяч учеников с 1 по 5 классы. Если родители устроят соотношение качество-цена, в будущем проект распространится на всю республику. Например, жакет, брюки или юбка обойдутся в 2200 рублей. Материалы для формы российского производства. Дизайн разработали на кафедре нефтяного университета, а шить одежду будут 3 предприятия республики. Учителей, которые готовили 100-бальников, ждет премия. Педагогам выплатят по 50 тысяч рублей. Премию получат 106 преподавателей, ученикам которых удалось набрать на ЕГЭ высший балл. 3 школьников получили максимум одновременно по 3 предметам. Министр образования и науки Айбулат Хажин в своем докладе отметил, что денег на данную статью расходов заложено не было. Можно использовать средства, сэкономленные на ОГЭ. 9 классы в этом году экзамены не сдавали. Ради Хабиров заявил, что средства на премию учителям выделили бы в любом случае. В Тульской области нашли останки участника Великой Отечественной войны из Башкортостана. 78 лет уроженец Дюртюлинского района Файзи Ахмедов числился пропавшим без вести. Останки обнаружили в одной из 7 братских могил, где покоились еще 42 солдата. К удивлению родных, на кителе поисковики нашли медаль за отвагу, которой Файзи Ахмедов был награжден накануне смерти. В неравном бою герой ликвидировал 9 гитлеровцев. Уже в скором времени останки участника войны привезут для перезахоронения на родине. Миллион тонн зерна уже в закромах. Это почти треть от плана. Аграрии республики убирают зерновые с опережением сроков. Выше и урожайность. Вероятно, причиной тому стали умеренные дожди. Самые богатые урожай на сегодня собрали стерлитамакские хлеборобы. На 2-й позиции аургазинцы, на 3-й чекмагушевцы. Как складывается ценовая политика и что делать с золотым запасом? Продавать или лучше попридержать? Как дела? Нормально? Нормально, все. Глава КФХ Раиль Латыпов в сельском хозяйстве человек не новый. Есть опыт выращивания овощей в теплицах, разведения скота. Но в итоге свой выбор сельчанин остановил на посеве зерновых и технических культур. Решил не экономить. Большая часть вложений ушла на покупку, пусть дорогой, но производительной техники. Заводится с полуоборота, как иномарка. В целом выручка зависит от того, какой урожай вырастешь. Урожай у нас в этом году, он неплохой. Средний 30 центнеров, скажу. Вот если по кругу выйдем на 30 центнеров, это будет отлично для нас. Но на одной, пусть и производительной технике, далеко не уедешь. Залог успеха в кадрах, которые выросли на этой земле. Сергей Пургин – один из лучших механизаторов района. За рулем трактора работает с 90-х. Видно, что плод твоих трудов, вот урожай выходит, это как растет. Нравится вот на земле работать, и
Попробовал в другом месте, но все равно обратно как бы на земле, на технике работает всегда. Да. Сейчас и техника такая комфортная, да? Ну да. Если с механизаторами вопрос решен, то вот агрономов в КФХ не хватает, и не только у Рамиля Латыпова. Чтобы привлечь молодых специалистов, в райцентре строят для них многоэтажный дом. Первый в республике в рамках программы комплексного развития сельских территорий. В планах возведение жилья для аграриев в других населенных пунктах. Проведена предварительная работа с руководителями сельскохозяйственного предприятия нашего района, так называемых потенциальных участников данной программы, по уже строительству в следующем 2021 году уже не менее 8 двухквартирных домов уже на территории отдельных наших деревень. Цены на зерновые культуры складываются из двух позиций – экспорт и внутренний рынок. Продукцию берут животноводы, свиноводы, птицеводы. По данным Минсельхоза, цены на сегодняшний день позволяют аграриям получить прибыль от продажи. Покупатели – это первый элеваторы, второй – это трейдеры. Дают цену, скажем так, фуражное зерно – это около 10 тысяч рублей. Значит, говорим продовольственное зерно – это где-то 12-13 тысяч рублей без НДС. Ну и очень хорошая цена сегодня на рожь – это где-то 12-13 тысяч, и на твердую пшеницу – около 20 тысяч рублей. Работа кипит и на полях агропредприятия имени Калинина. Хозяйство арендует в районе порядка 7 тысяч гектаров пашни. И земля это не простаивает. Например, с этого участка недавно убрали горчицу. И после подготовки почвы уже приступили к посеву озимой ржи. В сентябре засеют и пшеницу. Семена элитные. Даем по 100 килограмм удобрений. Ну, в принципе, считаем, что на будущее, для будущего урожая задел сделан хороший. Прошлогодние озимые культуры убраны в районе на 60%. Параллельно механизаторы приступили к уборке яровых. Настрой аграриев оптимистичны. Благодаря соблюдению технологий и своевременному началу работ в 2021 они планируют собрать не менее 30 центнеров с гектара. Руслан Батыргареев, Азат Садреев, Артур Елаев, Виктор Меренков. Итоги недели. Ермекеевский район. Жительница Уфы подобрала на улице больного котенка и назвала его в честь вратаря Салавата Юлаева Юхи Мецелы. Животное металось между автомобилей и едва не угодило под колеса. Выяснилось, что у котенка инфекционная болезнь глаз, и он почти ничего не видит. Сейчас найденыш проходит лечение. Вот почему его назвали Юхой, знает Александр Усманов. Он прям бежит и мечется, и не понимает вообще, куда ему бежать. Сразу было понятно, что он не видит. Вот так Светлана Мамяшева не дала месячному котенку погибнуть. Уже на следующий день она вместе с малышом отправилась к ветеринару. Там ему назначили лечение. Предварительно оно должно занять 1,5 месяца. Но спустя неделю повторный визит к врачу подарил хорошую новость. Юха восстанавливается быстрее, чем предполагалось. У этого котенка был хламидиоз, получается гнойное поражение глаз. Хозяйка его лечила, практически долечила. Осталось сделать антибиотики, витамины. 1 раз в неделю, 2-3 раза встретимся, и глазки будут нормальными. Потом мы его привьем от всех болезней, потом повторим вакцину через месяц и будем встречаться раз в год. В новом доме котенка встретили еще 2 пушистых питомца – кошка Гретта и кот Тёма. Их Светлана тоже спасла от жизни на улице, приютив в своей квартире. А имя Юха малышу дали неспроста. Ассоциация с Юхой Мецелой у меня возникла тогда, когда я увидела, что этот котенок точно так же стойко борется со своей болезнью, как Юха Мецела в воротах. Небольшая традиция, наверное, завелась. Ну, так получается. Я люблю животных и, видимо, не могу пройти мимо. Юха обыкновенный, ласковый и игривый котенок, но оставить его у себя Светлана не может, так как дома уже живут питомцы. По окончанию лечения девушка будет искать ему новых ответственных хозяев. Все-таки я вынуждена буду его отдать, но, наверное, с ненавязчивым отслеживанием судьбы. Лечение на самом деле несложное. Сначала нужно обработать глазки, затем закапать капли, наложить мазь и еще на ночь также длительного действия закладываю мазь. Вот так, благодаря неравнодушию и доброте девушки, у котенка началась новая нормальная жизнь. Неизвестно, знает ли про своего тезку Юха Мецела, но наверняка все его мысли связаны с предстоящим сезоном. Александр Усманов, Владислав Минязев. Итоги недели. Уфа. Вот такой выдалась уходящая неделя. Ну а прямо сейчас специальный репортаж Юлии Нигматуллиной «На линии огня». Не пропустите, будет интересно. Оставайтесь на канале БСТ.